Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Мы продолжаем буддийский путь. Этот путь мы начали с истории развития буддизма в Туве. И мы начали этот путь с древних времен по 1930-е годы. Еще с древних времен великие правители, каганы, они принимали буддизм, они развивали буддизм. И начиная с VI века великие тюркские каганы в тюркском каганате, они буддизм устанавливали как государственную религию. И с тех пор буддизм проникал, исчезал, он появлялся и получал обороты. И в XVIII веке, в период Цинской династии, буддизм заново стал государственной религией, и его приняли за основу духовной жизни. И вся структура духовенства, вся структура власти, она была пронизана буддийской философией, и правители, они правили всем народом на основе буддийской философии. И эта философия заключается в взаимосвязанности всех элементов, что и правитель, и народ, и простой человек, он связан между собой. И нет такого элемента, который находится вне этой структуры. Каждый человек, он имеет свои обязанности, свои функции, и каждый выполняет свою роль в этой социальной жизни. И в начале XIX века, XX века среди тувинцев и в среде тувинцев были очень развиты такие взаимовыручающие отношения. И каждый помогал другому в любом деле, потому что каждый знал, что эта жизнь основана на трудностях, на страданиях и на испытаниях. И помощь другим — это была основной идеей и основная задача государства в создании единой структуры власти, создания единого общества, чтобы каждый человек принимал определенную роль и давал пользу своему роду, своему правителю, государству и так далее. И мы рассмотрели последний период развития буддизма в нашей республике. Это начало XX века, с 1921 года по 30-е годы, в период Тувинской Народной Республики. Буддизм обрел свою мощь, потому что во главе государства были образованные и очень влиятельные лидеры, которые своим высоким уровнем образования и высокой культурой, духовно-нравственными ценностями, они подняли независимую, свободную республику. И с 30-х годов, когда начались репрессии, когда началось изменение в тувинском обществе, уже после военное время и во время Второй Великой Отечественной войны наш лидер Сталин, он, чтобы разрешить военную проблему, он пригласит оставшийся буддийский хлам из Республики Бурятии, из Тувы. И из Тувы в этом благом деле примет участие Хомушку Амурта. И этих учителей пригласят в столицу страны. И Сталин попросит, чтобы что-то сделать для военных процессов. Но ламы ответят, что они не могут ничего сделать, только изменить природу. И они начитали очень множество сутр. И с тех пор, и с того времени наступили сибирские холода, и говорят, что немцы, не выдержав эти морозы, они отступили назад. Вот такая была история с оставшимися ламами, которые приняли определенную роль в разрешении этих трудных времен. И после этого Сталин разрешил открыть один буддийский монастырь в Иволгинском. Это будет уже Иволгинский Дацан в селе Иволга в Республике Бурятии. И Хомушка Амурта, когда вернется в Туву,
он в послевоенное время тоже организует собрание лам, и он возглавит это движение, и в восстановлении Хуре примет участие Монгуш Чимба. Он откроет 6 юрт и 2 молитвенных дома недалеко от Чаданской долины, где были разрушенные стены великого буддийского монастыря Устюкюре. И недалеко от Устюкюре в местечке Тавехая оставшиеся ламы, они организуют хюре, и туда будут приходить ламы из других кожунов. И Хомушко Амрта, он является ламой из Барунхемского кожуна. Он родился в 1893 году. Его отец тоже был один из самых знаменитых лам. И в 8-летнем возрасте его отправят в Хюре. Далее он пройдет службу в монгольском монастыре. И с 1946 по 1953 года он будет камбаламой этого Хюре. И в 1946 году восстанавливали Хюре 6 лам. В 1947 году количество лам увеличится до 9 человек. И когда буддизм он восстанавливался, и его поднимали из пепла руин, тогда большую роль сыграл Хомушко Амрта. И ему получилось восстановить буддизм, потому что он был участником очередного съезда. В 1946 году он принял участие в съезде и стал членом Центрального управления буддистов. И с возвращением он уже будет собирать самых сильных лам. И после его правления камбаламой Республики Тыва станет Монгуш Чулюш Чамдылай с 1953 по 1958 год. Чулюш Чамдылай, он родился в 1912 году, он был уроженец Чахольского кожуна. И после него камбаламой станет Чулюш Терекомбу, который родился в 1897 году, и он был тоже из Чахольского кожуна. И эти ламы станут во главе буддизма уже в советское время, и они будут делать все возможное, чтобы возродить буддизм. Однако в 1960 году, когда начнется увеличивание лам, количество лам, и число достигнет 20 человек, тогда возникнет опасность, что это будет привести, и это приведет к опасениям, и власть решит закрыть это Хюре, откажет в создании буддийской организации и в создании, в строительстве храма. И так, в те времена, в 1960-е годы, со всей республики все верующие буддисты, они соберут колоссальную сумму, это было 45 тысяч рублей. В те времена это была большая сумма. И эти пожертвования должны были быть направлены на строительство Хюре. Но однако все приходит к тому, что начнутся запреты, всех лам начинают разгонять, все юрты и буддийские Хюре начнут разрушать, и начнутся вторичные запреты. И тогда в 1957 году Хомушко Амрта, он напишет письмо нашему председателю правительства о том, чтобы направить в Иволгинский дацан одаренного и способного хурака Хомушко Кентен Цюрюмбашке. И история, начиная с 60-х годов, история о Геше Терекомбу и Хомушко Кентен Цюрюмбашке мы поговорим в следующей передаче.
Поэтому, когда мы знаем, что ламы, они всегда делали благое дело, когда они еще в трудные времена помогали людям разрешать не только жизненные проблемы, но и помогали в государственных делах. И поэтому в это трудное время, когда мы знаем, что началась мобилизация по всей стране, и те солдаты, которые уже мобилизованы, и те солдаты, которые служат и участвуют в местах, где происходят конфликты, мы хотим обратиться всем матерям, всем сестрам, всем дочерям, чтобы помолиться за этих ребят, за этих отважных воинов, за этих отважных людей, которые идут на риски, идут и сражаются за свою родину. И мы хотим организовать для тех мужчин, которые бесстрашно воюют в горячих точках, помолиться за них и организовать для них ритуалы в защите их жизни, чтобы они вернулись невредимыми и живыми.